зал заседания, обвиняемую заводят в наручниках и сразу за решетку. Расследование этого дела шло почти 5 месяцев. За это время своих детей Валентина Фадеева не видела. Под стражу ее взяли еще 13 января. В тот день в состоянии алкогольного опьянения в холодном сарае она оставила полуторагодовалого сына. Сама с 6-летней дочерью сумела проникнуть в дом. Девочка успела замерзнуть. Малыша под утро обнаружила бабушка. Детей госпитализировали. У нее тяжкая статья, это через 30-ю попытка убийства, 105-й пункт ВД. И, соответственно, статья несоблюдения. У нее 125-я, это у нас идет статья о том, что она оставила в опасности. 156-я – это что ненадлежаще исполняла свои обязанности по воспитанию своих детей. Обвиняли Валентину Фадееву сразу по 3 статьям. Заместитель прокурора просил для нее 12,5 лет колонии общего режима. Фадеева вину признала, но уверяла, детей убивать не собиралась. 105-я статья не важна, я не признаю. У меня не было умысла на убийство. Я бы никогда в жизни не смогла убить своих детей. Так как ваша честь, мои дети, это что для меня? В итоге судья решил лишение свободы. 2 года и 2 месяца в колонии. С учетом времени, проведенного под стражей, в заключении ей придется пробыть чуть больше года. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Родительских прав Валентину Фадееву уже лишили, но она с этим решением не согласна и собирается обжаловать его в Верховном суде. Детям, естественно, лучше будет, наверное, дома, чем в приютах и чем где-то. Такая же психика будет нарушена у детей. Больше всего в этой истории, конечно, пострадали дети Валентины Фадеевой. Сейчас они в Казани, в одном из приютов. Их здоровью ничего не угрожает, но где они в дальнейшем будут находиться, пока большой вопрос. Известно, что родной бабушке в их воспитании отказали. В свое время она также была лишена родительских прав. Юлия Гоглева, Адель Миндубаев, ТНВ, Алексеевский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.